кумадир, дай-ка мне такой план вспомнение, такой план вспомнение, точь-мочь, кумадир, вспомнение, вишке кума, кумадир. Здравствуйте, дорогие друзья! Привет, Куйгарыш! Как твое настроение? Шумбрат Адаялгат, Шумбрат Марина. Настроение отличное, ведь наступила весна, мое самое любимое время года. Хотя еще везде лежит снег, в воздухе уже ощущается свежий и неповторимый аромат весны. На самом деле и солнышко светит по-иному, теплее и веселее. Ребята, на сегодняшнем занятии я и мой любознательный помощник Куйгарыш хотим вам рассказать о последнем зимнем празднике, который символизирует проводы зимы, прощание со всем старым и отжившим, встречу весны и радости, связанную с обновлением природы. Друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовил для вас, и угадайте, какому празднику будет посвящен наш урок. Масленицу привечайте, всех блинами угощайте, смейся, веселись, гуляй, щедрым будет урожай. Правильно, ребята, этот всеми любимый праздник называется Масленица. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия – Масленица, Масленица. Праздник Масленица языческий, пришел к нам из глубокой древности. Все обряды на Масленицу выполнялись с единой целью. Чем громче будет встреча весны, тем лучше будут расти сельскохозяйственные культуры и скот. Праздновалась Масленица с размахом, всенародно. Праздник любим мордовским народом до сих пор. Сегодня на уроке мы вспомним традиции обряда этого замечательного, веселого, жизнерадостного праздника. Главным традиционным атрибутом народного празднования Масленицы являются блины, по-макшански – пачат. Данное кушанье является своеобразным изображением солнца, которое знаменует собой окончание зимы и наступление весны. Кроме того, блины на праздничном столе выступают и как символы изобилия, довольства, сытости, что должно обеспечить достаток крестьянской семьи на весь год. Мордовские блины отличаются большим разнообразием. Их готовят из пшеничной, ячменной, пшенной, гречневой или гороховой муки. Назовем их по-макшански. Снавань пачат – гороховые блины, люкшень пачат – гречневые блины, тозерань пачат – пшеничные блины, шужень пачат – ячменные блины, ямксень пачат – пшенные блины. Мордовские блины достаточно толстые и пышные. Их с удовольствием можно есть просто так, а можно кушать со сметаной, медом, вареньем и другими продуктами. Назовем их на макшанском языке. Варенье – варенье, ланга – сливки, вайвелес – сметана, медь – мед, вай – масло, шапамоловца – простокваша. Символом скорого прихода весны, а с ней и богатой и сытной жизни у мордвы считалась сорока, у которой к весне оперение становится гладким и блестящим, поэтому на Масленицу пеклись блины в виде сороки. Они назывались сязгата-пачат – блины-сороки. Во время Масленицы было много забав, состязаний, игр, где проверялись сила, удаль и смелость. Среди развлечений обязательными были езда на лошадях, катание на карусели, кулачные бои, масленичные игры. И, наверное, наиболее любимым и популярным масленичным развлечением было катание с Масленичной горы, по-макшански «маслань-панда». Катались с гор на больших салазках, ледянках, корытах, деревянных скамейках, шкурах. Назовем на макшанском языке эти атрибуты для катания с гор. Кедь – шкура, нурда – сани, очка – корыта, нурдынят – санки, эзем – скамейка. Катание сопровождалось весельем, смехом, шутками, озорством. Например, могли натереть друг друга снегом, набить его за пазуху или под рубаху. Ребята, назовем с вами вместе глаголы, которые характеризуют хорошее, веселое масленичное настроение. Веселготкшнемс – веселиться, кенердемс – радоваться, колиндемс – шалить, баловаться, петкшнемс – шутить,
Поедем с Рахамс смеяться. Ребята, мордовские веселые гуляния и катание с Масленичных гор изобразил на своем полотне великий художник Федот Васильевич Сычков. Посмотрите на картину. Она показывает нам жизнелюбие, непринужденность деревенских жителей, передает праздничное масленичное настроение. Лица героев полны жизни и радости. Художнику удалось невозможное передать заразительный смех молодежи. Ребята, как быстро пролетело время. К сожалению, наш урок уже подошел к концу. Мы надеемся, что он вам понравился, и вы снова посетите наши уроки макшанского языка. А в завершении нашего урока я хотела бы поздравить вас с Масленицей на макшанском языке. Кадак шисная валдапцы кинтень, кадак кальдя всё тайвакска, а седисент на юле запа вас и теберь. Пусть солнце всегда освещает ваш путь, пусть плохое проходит стороной, а на сердце всегда будет счастье и добро. С Масленицей! Няемызынг, кельгама ялгат. Васидимызынг! Кума-кума-деры, бисенза, точь-мочь, кума-деры, бисенза, вишке, кума-кума-деры, бисенза.